место! Выход! Вось так зладжаны і лічаныя імгненні дзейнічаюць дэсантнікі. Задача – абяшкодзіць тэрарыстаў і вызваліць закладнікаў. Спецыфіка работы на мясцовасці – бой у будынку. І гэта не толькі абмежаваная прастора. Задача – працаваць у камандзе, адчуваць свайго таварыша і тэхнічнае выкарыстанне зброі. Гэты вучэбны аб'ект для полигона новый. Если провести анализ развития вооруженных конфликтов последних десятилетий, мы видим, что зачастую военнослужащие участвуют в боевых действиях непосредственно в городе. Вот. Поэтому актуальность сама по себе ясна. Занятки проводятся сгодно с планом подрыхтовки злучения. Ты уже чувствуешь своего коллегу, больше как-то осторожно обращаешься с оружием, уже контролируешь спуск, оружие, ствол, куда что смотрит, и пытаешься сделать все настолько легко, чтобы не зацепить ничем, не ранить никого. Майстэрства кіравання военной тэхнікай у начных умовах і баявая стральба. Задача – адкалібраваць тэхніку парэза мішэняў на розных адлегласцях. Час, калі на практыцы бачна, наколькі якасна атрымалася папярэдняя падрыхтоўка. Упражнение контрольных стрельб, ночная стрельба. На самом деле, темно, да, но так же самое ты фокусируешь свое зрение, адаптируешься к стрельбе. Да, сложновато, но так же самое ты выполняешь свою точку зрения, и так же самое стрельба идет отлично. В чем особенность? Это много подготовки, тактика, постоянное выполнение и четкость, сообразительность. До того, как мы начинаем выполнять упражнения ночью, проводится очень много подготовительных упражнений. Мы их отрабатываем на полевых выходах. Постоянные занятия ночью, они все равно дают о себе знать. Солдат привыкает к темноте, начинает лучше ориентироваться на местности. Цели подсвечиваются, он это видит. Прицелы ночного видения помогают ему также выполнять эту задачу. Такими способами достигается все это. Уже хутка свое майстэрства вайскоўцы 38-й дэсантна-штурмавой бригады прадэманструюць у Пскове падчас двухбаковых беларуска-расійскіх вучэнняў. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».